меня было, я помню, сейчас 9 подписчиков. Чем тебя покорил муж? Начнем с того, что, наверное, это развод. Нам лучше пойти разными путями. Я поняла, что действительно ничто не вечно. У тебя был свой бизнес, а сейчас пошла работать обычным тренером. Вот мне 45 лет, я вышла замуж по любви во второй раз. Как ты относишься вот к хейту? Я наступила на все возможные грабли, которые есть в бизнесе. Никто не рассказывает на самом деле, как там трудно. Всем привет, меня зовут Ариадна, и у нас сегодня второй выпуск нашего подкаста, и сегодня у нас в гостях Янда. Янда, привет. Привет. Как дела, как настроение? Настроение отличное, наконец-то я у вас В гостях. Да. Ага. Это, получается, твое первое интервью? Нет, это не первое мое интервью, но очень давно не было. Ага, классно. Давайте познакомлю вас с нашей героиней. Янда является мамой 2 детей. Мне кажется, многие ее знают в республике как профессионального тренера, блогера, предпринимателя, поэтому, мне кажется, сегодня будет очень интересная беседа. Мы затронем несколько сфер жизни, как блог, отношения, бизнес, да, поэтому давайте начнем. Первый вопрос, который я хотела задать, это про твое имя, Янда, да, очень запоминающееся имя, и это псевдоним или это уже вот твое имя? Я на самом деле, наверное, уже много-много раз писала об этом, да, и говорила, что это не псевдоним действительно, это не ник, это имя, которое придумали мне родители вообще задолго до того, как я вообще появилась на свет, да. А мои родители познакомились в Намском Улусе, село Кабиконцы, оттуда родом мой отец. Раньше, ну ты не помнишь, да, раньше, оказывается, были такие стройотряды или что-то, бригады, которые формировались на фоне, ну, вузов, да, и тогда моя мама поступила на первый курс, Якутский государственный университет, и осенью их вот собрали, бригаду девчонок, и отправили с филологического факультета ЯГУ, отправили в Кабиконцы, чтобы они помогали. Вот, и как раз это, по-моему, был синокос или, ну, я не помню, по-моему, синокос тогда, да. И они приехали в Намский Улус, в Кабиконцы, и их встретил вот бригадир, а бригадир, оказывается, был мой дедушка. И, естественно, там он собрал им на подмогу парней молодых. И там был среди них мой папа. Судьбоносная встреча. Это была судьбоносная встреча, и как вот рассказывают мои родители, это была прям любовь с первого взгляда. Вау, да, и вот мама говорит, даже это не мама говорит, папа говорит, я был первый парень на деревне. Вот. И вот эту историю из их знакомства мы слышали, конечно, много раз. Как папа рассказывает, он тогда был первый парень на деревне. Он вернулся с армии, весь такой молодой, в расцвете сил. И они поехали вот на остров. А остров назывался Янда. Это в Намском Улусе? Это в Намском Улусе, да. Маленький такой остров, и вот там они работали. И вот каждый вечер они ждали, чтобы, ну, вот, все покушали, и потом расходятся после работы. И они брались за руку и гуляли там по берегу. По острову. Да, по острову, да. И еще, говорит, папа рассказывает, там была такая большая высокая вышка, они поднимались туда, сидели и мечтали. И папа тогда сказал, вот я на тебе женюсь, и когда мы поженимся, у нас родится дочка, и я назову ее Яндой. Вау! Да, ну, такая романтическая история есть у нас. Заранее как будто запрограммировали, да, себя. Да. То есть ты родом из Намского Улуса? Я сама родилась в городе Якутске, потом, ну, сюда мама приехала доучиваться, и как, ну, папа обещал ей, что она не возьмет академ, так и случилось. Вот они поженились. Это уже в 79-м, получается, я родилась, и меня сразу вот маленькую воспитывали вот родители папы, получается. То есть мама вообще не бросала учебу, она каждый раз, как могла, она приезжала в Намцы, и вот прям с такой болью, говорит, в душе, с такой тоской я уезжала обратно учиться, ну, чтобы, ну, не хотела меня оставлять. Ну, вот таким образом папа сдержал свое слово, он сам смотрел за мной, да, и мама доучилась. Дедушка с бабушкой помогали? Да, дедушка с бабушкой, у папы столько сестер, моих теть. Я первая, получается, внучка в родове, поэтому вот всем скопом вот все они за мной как бы приглядывали, получается. А сколько, ну, ты старшая в семье или сколько у вас в семье? Потом, да, мы жили в Намцах, в
все время, и у меня 2 сестры появилось. У нас разница с каждой, ну вот 2 года со старшей и 4 года, получается, с младшей. У нас 3 девочки в семье, вот. Елизавета у меня средняя сестра, и Диалектина младшая сестра. Диалектина. Да, Диалектина. Вау, у всех такие имена, да? Да, ну это вот младшие сестры у меня взяли имена своих бабушек с одной и с той стороны. Ага, все понятно. Вот когда я готовилась к интервью, я прям пролистала твой блог с самого-самого первого поста, и я увидела там совсем другого человека. Вообще, если взять внешность, если взять образ жизни, твое хобби, да, вот та Янда и сейчас это вообще 2 разных человека, и мне кажется, там у тебя была огромная, несколько раз как будто перерождение, трансформация, да, и я бы хотела здесь затронуть именно тему отношения к себе, потому что вот то, что у тебя происходило там и сейчас, да, и в том промежутке, это же все равно показывает отношение к себе. Вот сейчас, например, ты пробовала и бизнес, да, там путешествия, разный образ жизни, да, как у тебя поменялось, вот если поставить сейчас Янду, которая вот в первых постах, и сейчас, да, как поменялось отношение к себе? Любовь к себе, да, вот есть же такое понятие, да, оно всегда у меня было как бы безусловным и на первом месте. И трансформация, она тоже имеет место быть, но, как сказать, неизменным, конечно, вот именно остается то, что любовь к себе, слушать себя. Я сейчас вот, если прокрутить, ощущаю себя намного увереннее. И тут дело даже как бы не во внешности, может быть, да, а в том, что вот сила духа, может быть, или что-то, да, с каждым годом как будто она становится больше, растет. Крепче становится, да, опора какая-то. Да, опора какая-то вот внутренняя, она как будто с каждым годом все больше, больше и больше. Вот. Ну и, конечно же, вот эти все перемены, которые неизменно пошли у меня в жизни с приходом спорта в мою жизнь, это, конечно, тоже очень важную роль играет, да. Реально вот это как сперва было как помощь для тебя, да, фитнес, потом это становится твоим хобби, потом профессией, потом бизнесом, потом миссией. Да. Вот прям реально спорт, можно сказать, изменил твою жизнь на до и после, да? Да, конечно, можно сказать, потому что если до этого раньше я вообще на физкультуру даже не ходила в школу, я говорю, если бы мой учитель физкультуры знал, да, что вот какие перемены произойдут в моей жизни, я не знаю, он бы, наверное, шляпу снял за мной. Да, вот. Человек, который ни разу не был связан ни с физкультурой, ни со спортом, да, ни с каким, резко берет и меняет свою жизнь вообще кардинально на 180 градусов, это, конечно же, интересная, захватывающая история такой трансформации. Поэтому я считаю, что мне кажется, мне кажется, нас смотрят очень много женщин, девушек разных возрастов, да, и мне кажется, вот твой блог, твоя трансформация, мне кажется, очень сильно повлияла на многих женщин. Просто пересмотреть даже как бы свое состояние, свое отношение к себе. И многие, наверное, очень сильно мотивируются. Вот следующий вопрос. Я знаю то, что ты мама твоих парней. Да? Расскажи чуть-чуть про своих детей. Так, у меня 2 сыновей, старшему 24 и младшему 20 лет в этом году. Если смотреть на мой Инстаграм, да, вот мне даже некоторые девочки и девушки, и женщины пишут, да, ой, мальчики так выросли, мы же их видели и помним такими совсем, маленькими, малепусечными. Действительно, вот вся моя жизнь, она транслируется в соцсетях, получается, да. Раньше это был ВКонтакте, потом мы нашли эту сеть Инстаграм, и вот блог же развивается все равно тоже. И мои дети, конечно, тоже выросли вот прям вместе со мной. Вот, старший, он у меня отучился, он уже сейчас работает, у него своя семья, жена, как бы свои цели и миссии в этой жизни, вот он живет отдельно, и младший вот сейчас со мной, все равно рядом с мамой пока, но в дальнейшем, конечно же, он тоже хочет как-то вот сам сепарироваться и что-то чем-то другим заняться, да. Если вот, например, посмотреть со стороны воспитания, да, парней, из твоего опыта, нужно быть прям строгим родителем или типа вот близкий друг?
Но у нас как в семье было заведено, да, я никогда не была строгой мамой. Ага. Меня, например, всегда мотивирует и вдохновляет мой отец, да, как он нас воспитывал. Он никогда на нас не кричал, не орал, не дай бог даже не бил, да, ни разу такого не было. Но он мог одним словом ударить так точно в цель, прям так у тебя совесть так заболит, и ты ходишь, пока вот просто не увидишь его улыбку, что он оттаял, да, и прям до такой степени переживаешь. Вот. И я вот как-то вот тоже в своем воспитании к своим детям тоже стараюсь, ну, такого вот, как сказать, поведения, да, придерживаться. Я не ору, не кричу, хотя бывает, конечно, когда я очень сильно там, ну, в детстве могу прикрикнуть, но в основном в своем я мама друг. Стараюсь всегда так быть. И вот у нас еще такой случай был, когда Ариан еще был маленький. Он был немножко, ну, пухленький, получается. И все равно же вот в подростковом возрасте все дети что-то пробуют, вот такое, то, что не надо запрещенное. Запрещенное, да. И однажды, вот когда мы только начали заниматься спортом, в Чалбоне это было тогда, я почувствовала запах курева. А меня не проведешь, я все это, я чувствую. Сразу чувствую, да. И я не стала на него ни кричать, ни орать. Я просто понимаю, что как бы это же возраст такой, когда человек начинает все это пробовать, да. Я просто сказала: вставай сюда на дорожку. Ты же знаешь, что ты сделал? Он такой: да. Ну, будешь бегать, пока я не приду и не скажу, что уже все хватит. И вот как-то вот такими методами, да, это не орать, там, не кричать, там, стараться вот разговаривать. И он бегал, очень долго бегал, он начал, потом у него получилось, ну, случилась одышка, естественно. Я говорю: ну вот это потому что ты вот. Все понятно. Классно. Поэтому и вот сейчас, и даже вот бывает очень, как сказать, ну, может, для других это странно, что мы там едем в машине, поем песни современные, там, пляшем, ну, вот что-то вот такое. Прям друзья-друзья, да? Друзья-друзья, да. Вот, поэтому мне очень нравится именно такой подход. Чисто вот такое отношение доверительное. Да. Вот. Следующий вопрос я бы хотела задать именно про блог, да, потому что в настоящих реалиях это как большой актив, да, или большой, ну, инструмент, который помогает не только, наверное, предпринимателям, либо бизнесменам, да, просто любому человеку, типа любой человек может вести блог, да. С какого года ты вот ведешь прям осознанно свой блог? Так, ну вообще я уже сказала, да, что раньше я была ВКонтакте, как всегда, как и все, да, получается. Я очень любила делать фотографии, выкладывать, и я очень любила писать. Это просто вот мое. Я всегда какие-то мысли свои или что-то обязательно. Каждой фотографии у меня там, ну, текст, допустим. Вот. И я потом вдруг, ну, поняла, что людям это нравится читать. Людям это нравится читать, и я так вдохновилась. Конечно, это вдохновляет, и ты всегда хочешь делать что-то лучше, больше, допустим, да. И в какой-то момент, в 2012 году, я вдруг нахожу сеть Инстаграм. Тогда с Якутска там вообще мало кто сидел. Там продвинутая молодежь, тогда Владимир Манкуев, там вот, ну, такие вот продвинутые ребята там сидели. И я зашла и говорю подружкам: девочки, заходите, там так классно. А я смотрела фотографии еды. Там с Кубы, там вот с Америки, ну, показывались такие фотографии интересные. И я так хотела и мечтала: ой, вот научиться бы так же фотографировать. А оказалось, что там есть какие-то вот фильтры. Я вот в первый раз: ой, фильтры, это что за фильтры? Вот эти вот фильтры изучала, да. И потом начала, а я в то время готовила пироги. Всякие разные пироги, каждые выходные я придумывала, так, какой у меня будет рецепт на этот раз я приготовлю, в какой форме у меня будут пироги. В общем, я эти пироги начала фотографировать вместе с этими фильтрами. И девчонкам, своим подружкам показываю, они такие: вау, так классно, это что? Я говорю: да идите сюда все, там Инстаграм, короче. И вот показывала всем. И у меня было, я помню, сейчас 9 подписчиков, вот, стабильных 9 подписчиков. Чё, да. И это не вот так вот осознанно, да, я хочу вести блог, а просто интуитивно как-то выходило. От души прям я писала, постила. Вот с 9 подписчиков, да,
До скольки подписчиков ты дошла вот сейчас, на данный момент? Ну, сейчас больше 100 человек у меня в подписчиках. 100 тысяч. 100 тысяч, да. Ага, 100 тысяч Да, подписчиков. да, Вообще классный результат. Да. И вот, например, что тебе дает блог в жизни? Но на самом деле, конечно, очень много возможностей. Тут скрывать ничего не буду. Когда ты развиваешь свой личный бренд, это дает очень много возможностей и по бизнесу, и для себя, вот, допустим, да. Вот, как сказать, развитие личного бренда в современном мире, мне кажется, это очень важно. Да. Вот раньше как нас воспитывали, да, вот в советское время, да, будь как все, не выделяйся, думай как все, делай как все. Да, на все вот. Ну, как, не ссор из избы, а как это называется? Счастье любит тишину. Да. Вот эта вот тема, да. А вот сейчас мир настолько поменялся, сейчас с радостью, со счастьем особенно, мне кажется, нужно делиться. Об этом нужно рассказывать, нужно нести что-то позитивное, допустим. И вот когда я начала вести свой блог, уже активно так, когда начала, вот я же сказала, что я пекла пироги сначала, да, а потом как-то плавно с этого свернула и начала заниматься спортом. Начала заниматься спортом, я об этом всегда писала, вот как прям с самого начала, да, как я питаться начала, как мне там все поменялось в жизни, что у меня сейчас, кроме пирогов, есть тренировки, и вот эта вот тема меня настолько захватила, а еще с умением того, что я пишу, это вот все вылилось в такую красивую, наверное, историю, да, трансформации женщины, которая просто сидела дома, была обычным там, как маркетологом, да, в найме, в госпредприятии, допустим, да, и как она вот поменялась. Я подписана, кстати, с тех времен, да, вот я в то время я была студенткой в Москве, я прям смотрела, как ты пишешь, вот это мое типа блюдо, мои блюда на завтрашний день. Это моя сегодняшняя тренировка. Посмотрите на мое до и после. Я прям заходила и реально мотивировалась очень сильно. Просто как дневник, дневник успехов. То есть для меня это не было целью, чтобы ой, я сейчас вот так раскручу блог, и я стану такой-то, такой-то. Вот у меня такой цели не было. Я просто писала от души. Это было те времена, когда еще в Инстаграме ты прям вот от души все это пишешь. Да. Не боишься хейтеров, не боишься злых. Так, реально такого и не было. Все радовались, все такие, вау, как это, что это, расскажи, да. Сначала у меня вот подписчики были только с Якутска, с нашего, да, потом их стало больше, потом с Дальнего Востока начали подключаться, потом по всей России, вот очень много. Сейчас у меня с Казахстана, там, допустим, да, с разных уголков страны, там, Бурятия, и разные центральные города, тоже очень много подписчиков. Вот я знаю то, что многие тоже хотят вести блог, но у них есть такие мысли, да, которые мешают, типа кто-то что-то скажет, а вдруг кто-то что-то подумает, да. Вот расскажи внутрянку своей работы, потому что многие думают, что это очень, по идее, это как бы есть работа, да, ведь, потому что там тоже требуется время, энергия, да. Вот как ты работаешь? У тебя есть какой-то план, или ты все делаешь это интуитивно, или у тебя есть там помощники менеджера, либо там сотрудники, рилсмейкеры, да? Как ты работаешь? Именно внутрянку. Блог я веду сама, хотя раньше у меня в одно время был опыт, когда я нанимала человека, который бы отвечал на вопросы по рекламе. Да? Это был период, когда я работала в Ефите и не могла справляться, получается, со всем потоком информации и всего, поэтому нанимала человека и нанимала для того, чтобы он еще и писал за меня какие-то вот «доброе утро», там вот какие-то такие вещи, да. Но потом я поняла, что, оказывается, в этот момент теряется вообще суть твоего блога. Связь с аудиторией. Связь с аудиторией, да. И ты не понимаешь, она там написала, ответила кому-то, а ты там второй раз, может, там что-то пишешь. Вот такие моменты были, да. И мой блог потерял вот как-то вот то, что я — это я. Душевность. Да? Душевность, да, свою. Поэтому я решила, что да, лучше самой все-таки, оказывается, вести, и не стоит так сильно заморачиваться, брать ассистента, да. Вот. Не знаю, это может быть касается, если у тебя очень сильный поток там рекламы, там каких-то этих, да,
ну, таких вещей. А так, в обычной вот в этой жизни я сама веду свой блог, как бы не делаю никаких контент-планов, у меня как бы все интуитивно. Если у меня есть какие-то рекламные интеграции, то я их просто ставлю по дням, когда не работаю, ну и я их как бы делаю. Все понятно. Вот обратную сторону блога, да? То есть сейчас сколько нас смотрят в сторизе тебя? Ну, 15-16 тысяч просмотров в сторис у меня бывает, да. А бывают дни, когда, ну, если там особо ничего интересного не постишь, там, ну, до 7 тысяч может скатиться вниз, допустим. Ну, вот в таком плане. Но если представить, да, 15-16 тысяч человек в реальной жизни, это же, ну, огромное количество людей, Да. там целая площадка, да, и это же очень много внимания, очень много энергии, мнения, да. Как ты относишься вот к хейту? Как ты с этим справляешься и как ты на это реагируешь? Конечно, если я скажу, что ой, да, я уже такая крутая, что не обращаю внимания. Ну нет, конечно, все равно какое-то негативное высказывание, оно всегда как бы и негативно отзывается в тебе, да? Конечно. Я стараюсь все равно немножко как бы абстрагироваться, да, понимаю, что человек, который сидит там по ту сторону экрана и который, ну, может быть, не может позволить такие вот, ну, высказывания, может быть, либо так одеваться, либо так действовать, да. Тебя, если это триггерит, Да, это про да, тебя да, есть. Да, ага. да. Вот, поэтому в этом плане как бы я сразу вот так думаю. А сейчас в последнее время, знаете, начала просто делиться об этом, ну, с подругами, да. Это очень хорошо работает. То есть я перерабатываю негативную энергию и обратно, ну, просто никуда отправляю. Она ко мне как бы не прилипает. Мы с подружками обсудили, посмеялись. Все, эта все энергия так вот, ну, как будто вот испарилась, да? Испарилась и исчезла. Вот. А на самом деле я вот все равно как бы анализировала недавно и даже смотрела, кто мой хейтер. Потому что вот молодые, да, они, ну, скажут, ой, дура. Ой, дура, и пойду дальше. А есть такая категория хейтеров, они возрастные. Я их даже вот пробивала. Возрастные — это типа сколько? 50, вот я смотрела женщина, да, 50 лет. Ага. Ну, такая работает в очень хорошем месте. Ага. Вот. На хорошей машине там ездит, как правило, да. И вот 63 года еще была там женщина. Ну, в общем, понимаешь, это люди, которые уже прожили какую-то свою жизнь, и сейчас с оглядкой, может быть, у них какое-то сожаление или что ли, но вот все-таки я немножко, как сказать, определяю, да, где есть хейт от молодых, такой, знаешь, ну вот он легкий какой-то. Вот. Ненавязчивый такой, ну и дура, и пошли они дальше, да? Вот. А у тех людей, которые, вот я уже сказала, да, у них очень качественный текст, у них фразеологические обороты, у них запятые все поставлены там, где надо, да, ну, отсылки там разные, вот тогда-то, тогда-то, ну вот, то есть они все помнят, они прям все вот это обсасывают и выносят как бы такое свое негативное суждение. Вот тоже очень странно. Да, очень вот, странно. Хотя, казалось бы, да. Вот. Те, которые вот сейчас работают с блогом, хейт это все равно как бы есть? Это твой двигатель. Да. И иногда, ну вот сейчас блогеры применяют еще такие специальные, как сказать, действия, чтобы получить этот хейт. Это охват твоей страницы, получается, да, показы. Это тоже работает на самом деле. Какие моменты жизни на тебя сильно повлияли так, чтобы ты смотрела на жизнь как, ну, на до и после? Начнем с того, что, ну, наверное, это развод. Да? Это было очень такое серьезное решение. Оно не за один день было принято, это решение. И мы просто поняли, что нам лучше пойти разными путями. Но я рада, что наши дети росли в то время, когда у нас, было счастье, гармония в семье, да, они знают, как это счастливая жизнь. У нас было очень много счастливых дней. Я своему бывшему мужу очень благодарна за это, я его очень уважаю. Вот, но и мы с ним в нормальных, хороших отношениях. И
как бы с детьми у него тоже все в порядке. Сохранили хорошие такие доверительные Ну, мы в десна, конечно, не целуемся как при встрече, да, но как бы человеческие хорошие отношения, здоровые отношения после развода, если это можно так сказать, они у нас есть. Вот. И вот это первое событие, наверное, в моей жизни, когда я поняла, что действительно ничто не вечно подо мной. И все может поменяться просто вот так вот. На 180 градусов за один день? Не за один день, не конечно, за один день. Да, за какой-то период времени, но не надо вообще зарекаться, оказывается. Ну, или за что-то прям сильно держаться. Да. Второе событие тоже такое для меня, как сказать, очень важное. Ну, открытие клуба, вот я уже сказала, да, какое оно было фееричное, такое мотивирующее, прям вдохновляющее меня событие было, да. Но по прошествии времени я тоже вот пришла к такому мнению, что нужно выбирать себя, свое спокойствие, свой здоровый рассудок, желание быть свободным. Вот этот момент тоже, вот это второе событие, когда я выбрала себя. Вместо бизнеса, работы, да? Да. Свое спокойствие и свое счастье. Спокойствие, свое счастье, душевное равновесие какое-то, да? Вот. Но мне кажется, это тоже очень смелое решение, да, потому что многие на это, мне кажется, не решаются. Как бы это же тоже большое эго, как бы открыть, закрыть, это тоже очень важное же решение в жизни. Да, потому что меня вот многие спрашивали: Янда, как это так? Ну, говорят сейчас, да? У тебя был свой бизнес, там, ты была директором, там, боссом, допустим, да? А сейчас пошла работать обычным тренером. Ну, так вот люди думают, оказывается, да? А я об этом даже и не думала. Ну, как бы у меня, может быть, не такое большое эго, может быть, в данном плане, но я как бы не думала, что я иду обычным тренером. Я иду работать любимую работу. А то, что вот, то, что не приносит тебе радости, мой папа, знаешь, как говорил? Тох барата тапталтан болар. Таптаңын ән кергенін кітталарың оларығын, таптаңын төбілірілер хаджағын, таптаңын товарыстыргын кіттадағырдығын, да? Вот как он говорил, я вот стараюсь сейчас по жизни вот так и действовать. Все через любовь. Все через любовь. Нельзя себя насиловать. Если тебе не нравится, ты не делаешь. Если ты хочешь, ты любишь это делать, ты идешь и делаешь. То есть все по любви должно быть. Вот. Классно. И вот возвращаясь к третьему событию, да, в моей жизни, вот мне 45 лет, я вышла замуж во второй раз по любви. И что тут можно сказать? Тоже вот, да, какой-то урок идет в жизни, да, что вот некоторые думают: ой, все там после 30 лет, после 35 лет жизнь закончилась, да, а вот я просто хочу сказать, у меня как будто вот жизнь сейчас ощущается действительно как 25, потому что у меня дети выросли, они не требуют моего тотального такого-то внимания, да, времени, да, я как будто сейчас вот молодая и порхающая прям тут. Ну, как будто вот чистый лист, да, новое дыхание, новая глава. Да. Ну, вот и в таком порыве, в таком моменте я вот сейчас живу, мне это очень нравится. Прям чувствуется сейчас у тебя очень другая такая расцветающая энергия, реально. Спасибо. Вот. Следующий вопрос — это про бизнес и предпринимательство. Да? Мне кажется, сейчас нас многие смотрят, предприниматели, которые только начинают свой бизнес, либо те, которые сейчас начинают, и они делают такие свои первые ошибки. Вот давай представим сейчас Янду, которая только-только открыла свой фитнес-центр. У нее пока что нету никакого опыта, она не делала никакие ошибки, и у тебя есть шанс с ней сейчас поговорить. Что бы ты ей посоветовала? Ой, но на самом деле я сразу хочу сказать, если вы хотите, у вас есть хорошие идеи, хорошие финансы, чтобы этот бизнес превратить в явь, как говорится, да, действуйте, делайте. Это клево, это вообще очень хороший опыт. Я сейчас скажу, что за 6 лет работы моего клуба у меня столько опыта, с которым я на самом деле реально могу поделиться, да. И если бы я не закрыла клуб, он бы дальше работал. А вот это вот есть же состояние, когда ты перегорел. Вот я перегорела. И сейчас я скажу, что нужно не делать,
Чтобы не перегорать. Чтобы не перегорать. Ага. Смотри, изначально, когда затевается любой бизнес, ты не должна браться за все сама. Конечно. Типа там мыть пол, да? Ну, до элементарного, Ага. да. То есть у тебя должен быть человек, который будет тебе помогать по бухгалтерии, по налогам вести, да, тебя. У тебя будет человек, который будет именно управлять в зале. Ну, я про себя уже говорю, да, в зале. Я вот с тобой, как с Яндой сейчас разговариваю. Ага. Да, у тебя должен быть управляющий в зале, который следит за залом, что, чего там не хватает, что нужно поставить, что нужно привести, заменить, да. У тебя должен быть человек, который смотрит за персоналом. Какой тренер нужен, по какому направлению, сколько часов, когда ему время групповых поставить. Ну, элементарные такие вещи, да. У тебя должен быть СММ, который будет обязательно делать хорошую рекламу. Вот, соответственно, вот все вот такие вот и техработник. Но тоже, смотри, вот я наступила на все возможные грабли, которые есть в бизнесе, да. Я пришла с идеей, с очень крутой идеей. У меня были силы ее реализовывать. Я солдат. Я работающий солдат, который может работать с 7 утра до 9 вечера. Каждый день я так и работала. Поспудно я вот все эти вот действия, которые вот сейчас я сказала, да, я все это сама делала. И как ты думаешь, как долго человек может в таком состоянии проработать без отпусков нормальных? Конечно. Да, поэтому в первую очередь это делегировать свои полномочия, чтобы у тебя было больше возможностей заниматься, ну, вот такими обширными делами, вести бизнес, допустим, да, расширять свой бизнес. Второе — это ты должен отдыхать. Ты должен полноценно отдыхать. То есть я не дала себе даже шанса на то, чтобы немножко взять и отпустить ситуацию. Если как только я чуть-чуть начинала отдыхать, все, у меня провал, брешь, и, естественно, там сроки горят по аренде, по выплате зарплаты, поэтому ты еще бешено начинаешь еще больше работать, да, загоняя в себя вот в какую-то вот в круг, да, как белка в колесе вертишься. На самом деле, вот говорят, бизнес, там, бизнес-вумен, там туда-сюда, а там что сзади-то никто не рассказывает на самом деле, как там трудно, трудно. Очень трудно. Вести это одной женщине. Ты знаешь, как характер закаляется? Очень много, мне кажется, еще мужского появляется. Да, очень много мужского и в повадках, в поведении, в манере говорить. Это все, это очень как бы сильно трансформирует женщину, ну, вот, в мужскую сторону. Да. Есть такое. Есть такое, вот. Поэтому я хочу сказать, если вы затеваете какой-то бизнес, если у вас есть очень хорошие цели, пожалуйста, реализуйте их правильно. Чтобы потом вот на протяжении, вот вы поработали, я еще долго могла бы так дальше идти, да, я бы еще могла, но просто я сказала себе: стоп, ты не сможешь, Янда. Это тяжело, потому что как раз на тот момент, в прошлом году, у меня сильно заболел отец, но мы уже примерно знали, чем все это закончится. Просто мы не думали, что это так быстро случится. Я понимала, что я хочу быть с отцом в этот период времени. Я буду с ним. А моей энергии на клуб бы не хватило вообще абсолютно. И вот осенью мне еще арендодатель говорит, что будет повышение по аренде. И я просто понимаю, что ну вот нет, Янда. Так дальше уже не пойдет. Так не пойдет. Ты не должна. Просто я потом села и такая думаю, а кто мне что скажет, если я сейчас возьму и скажу себе стоп? Хейтер, который пишет мне, да, что ой, пошла простым тренером там или что, мне вообще не важно. Мне было важно мнение моих ребят, с которыми я работала на протяжении 6 лет, да, но я знала, что они меня поймут. Я знала, что они все очень хорошие, крутые специалисты в своей сфере, это опытные ребята. В любой клуб их с ногами, с руками прямо оторвет. Я с ними поговорила сразу, рассказала. Ну, они и сами видели, какие вот у меня проблемы были, да. И все, и вот в этот момент я просто решила, я встала, сказала: все, хватит, я больше так не хочу, я больше так не буду.
Выбрала себя. Да, я выбрала себя, как бы, и выбрала семью. Вот я захотела быть, но бедный папа, он даже не дал мне вот шанса с ним, он сгорел просто вот. Но решение закрыть клуб от этого у меня не поменялось. Я просто поняла, что я не хочу туда больше возвращаться. Потому что когда твое любимое дело, которым ты горишь, дело, которое ты прям вот мотивируешься, вдохновляешься, смотря на результаты своих девочек, да, и вдруг это дело становится твоей вот прям, не знаю, обязанностью. Не приносит уже энергию. Не приносит туда. И мне так прямо даже своих подопечных жалко было вот в последние вот даже вот месяцы, да, потому что я не могу им транслировать вот эту энергию. Нету у меня уже все, иссохло. Сосуд пустой. Сосуд пустой просто вообще абсолютно. И я же потом очень долго отдыхала, вот да, я все закрыла клуб, все. Я отдыхала 8 месяцев. Ну, почти 9 месяцев. Это как будто бы я ребеночка выносила заново, свою энергию. Вот так вот я ее прямо берегла. Эта энергия — это же очень такая ценная валюта же сейчас. Конечно. И я вот только после 9 месяцев решилась снова выйти на работу, потому что мне очень не хватает этого женского общения. Мне не хватает, у меня прям уже новый там, так, я вот тренировочный процесс так хочу поставить, уже какие-то новые связки по интенсиву придумываешь. Ну, то есть мне даже такое снилось. Я вот захотела, что, я хочу работать. Ты наполнила свой сосуд для того, чтобы уже делиться. Да. Чтобы делиться уже заново, вот, чтобы вот это вот вдохновение, вот это вот все было. Вообще классно. Поздравляю тебя. Вот в этом году у тебя было бракосочетание, новая глава в жизни. Да? И главный, мне кажется, вопрос даже этого интервью, многие, наверное, ждали этот вопрос, да? Чем тебя покорил муж? Ну, ты знаешь, я не буду рисовать такую романтическую, красивую картину, допустим, да? Ну, у нас это жизненная, как бы, жизненная, как сказать, история такая. Я сильная, самодостаточная такая женщина, которая, я все сама. Ну и появляется он. И вот как-то с самого начала так получилось, что он так по-волевому там как-то вот, я не знаю, как-то показал свое вот это вот сильное мужское «я». И я так резко как-то покорилась. Ну, и сейчас еще красивым таким словом, ну, не красивым, а некрасивым словом говорят абьюз, да. И мне вот такой вот очень сильной женщине вдруг говорят там, допустим, вот ты так не должна, или там, что-то вот, такие вещи, да. А может, ты вот лучше так сделаешь? И как-то я прямо а что, мне могут так сказать? И я прям так опешила, такая думаю, ну ладно, хорошо. Ну вот это вот было какое-то вот... В новинку. Да, в новинку для меня было. Сейчас бы кто-то сказал, ой, это абьюз, ой, нет, я пойду дальше, да. Красный флажочек, да. А я остановилась и решила посмотреть, а что будет дальше. И еще вот наряду вот с этим, да, сильным с мужским таким мнением, еще меня покорила вот доброта еще какая-то. Я вообще люблю, когда, все люди, да, особенно мужчины, они добрые. А когда мужчина добрый, это же так... щедрый. Да, и щедрый, да, и чувствуется это вот прям в глазах видно, да, в манере, как он говорит, поведение, да, меня вот это вот тоже покорило. Вот я недавно читала книгу «5 языков любви», да, там у каждого свой язык любви, у кого-то это подарки, у кого-то это общение, у кого-то времяпровождение, да. У тебя вот, как думаешь, какой язык любви? Наверное, времяпровождение. Ой, в первое время просто я не могла насытиться общением с человеком, да, все время хотелось быть рядом, находиться рядом. И вот даже сейчас вот он уехал, да, вот сколько лет прошло уже, да, все равно хочется, чтобы он как-то вот постоянно был где-то вот, даже если ты знаешь, что он где-то в городе, чтобы все равно где-то как ты, что ты,
чтобы все равно транслировалось его где-то присутствие, да. А сейчас вот нету связи, ничего, я такая уже такая, ой, когда уже придет, приедет. Вот, например, семейная жизнь, да, это же два разных человека, которые с разным воспитанием, да, с разной нормой, с разным видением встречаются и решают создать что-то общее. Вот. Что для тебя самое важное в семейных отношениях и вот, ну, вообще в отношениях, в семье? В семье самое важное, да? Ну, давай я сразу начну с того, что вообще для женщины, я считаю, что когда говорят, что штамп в паспорте — это не важно, мне кажется, многие либо лукавят, либо, я не знаю, ну, хотя люди все же разные, да, но для меня штамп в паспорте — это очень было важно. И сразу хочу сказать, что вот этот штамп, который у нас появился, да, вот он как невидимая печать, невидимой печатью, вот прям он дал какую-то вот, ну, не знаю, прочность, что ли, да, стабильность отношениям. И какая-то невидимая связь прям такая, как появилась и запечаталась. Вот. Я стала более, как сказать... Увереннее? Нет, не то чтобы даже увереннее, ну, увереннее в своем будущем, наверное, да, что я хочу в этих отношениях. То есть раньше, да, мы встречались, но ты все равно не планируешь на долгосрочное, на будущее, да. А сейчас, когда вот ты муж и жена, это уже действительно уже ставишь себе долгосрочные перспективы, какие-то вот, допустим, купим то землю, там дачу, дальше, может, поедем, может, переедем. То есть, знаешь, вот такие вещи уже происходят, которые ты уже смотришь далеко вперед. Вместе с этим человеком. Да, вместе с этим человеком. Ты уже не одна, это уже не я, а это уже мы, получается, да. На самом деле, да, вот это вот штамп, он все-таки очень важен, я считаю, и от этого вот гармония, она становится все равно больше, кто бы что ни говорил. Интересно, очень интересно. Вот следующий вопрос, да, я хотела сама, вот мне этот вопрос тоже очень интересен, потому что об этом никто особо не говорит. Про семейный бюджет. Вот я, например, только начинаю жить семейную жизнь, да, и как вот у всех, конечно, по-разному, да, это индивидуально, например, у кого-то 50/50, да, у кого-то там муж все берет и обеспечивает, у кого-то там общий кошелек. Вот из твоего опыта. Мы разные схемы пытались тестировать, потому что было такое время, когда он приносил и всю зарплату давал мне. Ну, там оставлял там на какие-то свои нужды, а вот все, большая часть, все это вот мне давалось, да, и мы ездили там, покупали, допустим, продукты там или что-нибудь типа такого, да. Либо у нас было такое, типа, ты оплачиваешь коммуналку, там туда-сюда, вот это, а я оплачиваю вот то-то, то-то, то-то. Вот. Но и тут важно сказать, да, кто больше зарабатывает, тот, естественно, больше и должен тратиться. Если это делает муж, пожалуйста. Если это в твоей власти, но если ты не возражаешь, то должна ты это делать, допустим. Но как вообще я по своему сейчас видению, да, я считаю, что это должно быть, ну, вот, равноправное партнерство. Потому что я могу, конечно, свесить ножки и сидеть. Ну вот я вот 9 месяцев, которые я вот копила свою энергию, я сидела, да. Но все равно хочется, когда у тебя свои личные деньги, ты сама знаешь, куда это потратить. Ну вот это вот у женщины чувство свободы. Да, чувство свободы. И в любом случае нельзя, не то что нельзя, да, не надо быть зависимой от мужчины. Ты должна быть самодостаточной личностью, которая может в любой момент, в жизни могут быть разные ситуации. Ты встала, ушла, и чтобы не было такого, что, блин, как я буду жить? На что я буду там есть, одеваться или что-то. У женщины должен быть свой, ну, вот этот тыл, финансовый тыл у любой женщины. Ну, мне кажется, это даже ощущение по-другому, да? Когда ты независима, когда у тебя есть внутренняя опора, ты знаешь, что ты не пропадешь. В любой ситуации я всегда найду выход. Да? Это все равно какое-то другое ощущение, мне кажется.
Вот, ну и получается у нас последний вопрос, да, какие у тебя дальнейшие цели, планы, да, и вот, например, если смотреть чисто по твоему даже блогу, да, у тебя очень четкие, вот если там квартира, значит квартира, путешествие, значит путешествие, да, там ты принимаешь такие прям решения, и какие у тебя, может быть, есть ритуалы, практики, чтобы как-то добиться своих целей? Многие там делают, пишут стратегию, кто-то там визуализирует, да? Расскажи про свой метод. Ну, кстати, знаешь, визуализация, она на самом деле очень, оказывается, помогает. Я 3 года назад начала впервые вот, кстати, делать, как это называется, карта желаний же, да? Карта желаний. Да. И вот очень многие пункты у меня сбываются. Но я человек такой, знаешь, я не верю вот в сверхъестественное на самом деле, да, я человек, который точно знает, что если я что-то сделаю, я что-то получу, а если я не сделаю, у меня просто так с неба ничего не упадет, да. Но вот каким-то волшебным образом, видимо, визуализация все-таки работает, потому что ты же смотришь, и ты себя, видимо, программируешь. Да. Таким образом, вот несколько вот из каждого года вот очень много этих пунктов сбылось. А так вот, как я уже сказала, я знаю, если я чего-то захочу, я должна что-то сделать. Чтобы что-то получить, надо что-то сделать. Просто так ничего... Просто так в этой жизни ничего не бывает, дорогая. Все нужно делать, приложить усилия. Вот. И какой еще там вопрос был? Какие у тебя вот ближайшие цели, да, планы? Возможно, цели. Там по блогу, по работе. Да, ты знаешь, на самом деле, конечно, фитнес, он всегда будет со мной. Вот в этой сфере я прям твердый эксперт, я это знаю, но я хочу что-то другое тоже попробовать. Другое направление. Другое направление, да. И в чем я эксперт? Я вот только тоже думала, да, в чем я твердый эксперт? Ну в чем? В блоге. В блоге. Да, в блоге. Мне кажется, это вот тоже неоспоримый факт, который, я хочу вот в этом направлении развиваться. Сейчас очень много наставников, да, вот это вот продюсирование. И мне очень нравится наставлять людей, оказывается, по личному бренду. Я вот сейчас делаю такие небольшие шаги. Если ты не заметила, у меня интуитивно, опять же интуитивно, да, получается людей, которые оказываются рядом со мной, как-то вдохновлять, развиваться и тоже заниматься блогом. То есть посмотри на всех моих девочек, которые у меня тренировались. Та же Лена Постникова сейчас, да, она очень хороший блогер, интересный блогер, да, она тоже эксперт в своем деле, она фитнес-тренер. Когда она пришла ко мне, ее никто не знал. Да, она была мать, там, жена, бабушка. Никак я ее как бы не обесцениваю, да, но вот такой, какой она стала после встречи со мной. Это мой прям ходячий кейс. Да. Вот. Все мои девочки, которые вот у меня работали, они тоже вот потихоньку вот тоже и развивались, и развиваются до сих пор, да, тоже вот на слуху, на виду. И вообще очень много таких людей. Я вот сейчас даже недавно, если ты видела, я же показала мужа, да, и долгое время я его скрывала. Вот. Ну там, кстати, свои тоже были. Он же работал у меня. В ГОС. Да, и там нельзя было показывать лицо. И вот он уволился, все, и можно стало, и вот потихоньку к этому пришли, да. И ты знаешь, даже вот я просто засветила его лицо, а у него, знаешь, сколько заявок? Подписчиков? Подписчиков. Хотя мы нигде не указывали ни аккаунт, ни имя, я ничего не озвучила, но люди сами уже находят, им интересно. Ну, это понятно, да? Да. Вот. То есть люди, которые рядом со мной находятся, они почему-то тоже... Не почему-то, они... начинают, выстреливать действительно и проявляться. Ну, значит, твое поле так работает реально. Да, я считаю, что в этом плане я тоже очень вдохновляю и мотивирую, и я подумала, почему бы в эту сторону тоже не пойти. А как ты это видишь? Это как типа групповое обучение, онлайн-обучение, или ты вот так лично работаешь с человеком? Мне всегда очень приятно работать с человеком лично. Ну вот если даже судить по тому, как я веду групповые, и я веду персональные тренировки, да, мне очень комфортно персонально работать. Когда ты чувствуешь человека, я чувствую человека, я прям вижу его, да, я могу там, рассказать, как,
именно тет-а-тет, да. Но групповые тоже хорошо, я не говорю, что это плохо, допустим, да, но это уже на большую аудиторию получается, и энергия твоя распыляется равномерно на всех, а тут получается полностью на одного человека. То есть в скором времени ты хочешь взять уже людей, с которыми ты будешь работать именно по их блогу. Да. Мне кажется, это будет очень интересно наблюдать, и мне кажется, вот первые твои кейсы, это будут самые такие выстреливающие люди. Вот желаю тебе удачи. Спасибо. Ага. И также вот у нас, да, в конце нашего подкаста у нас есть традиция, подарок, да, от нашей героини. Вот, я заранее сказала Янде то, что у нас как бы есть такая традиция, что мы дарим нашим зрителям подарок, да, давай расскажем про подарок. Так, я хочу подарить... А за что мы дарим? Там условия очень простые, да, то есть мы дарим этот подарок за лучший комментарий под этим видео, да, что они, может быть, почувствовали, что лучший они... комментарий в Ютубе, да. в YouTube. И нужно нас отметить в сторис, отметить страницу Янды и отметить мою страницу. Вот, то есть комментарий и отметка. Комментарий и отметка. Ну ладно, хорошо. Так, самый лучший комментарий, который понравится мне или тебе? Ну, вместе выберем. Ага, хорошо. Получит от меня приз. Ну, сейчас опасно говорить название магазина, да, но это очень хороший магазин, я туда очень люблю ходить постоянно. Шопинг на 5000 рублей. Вообще очень классно. Мне кажется, любая девушка, да, любая женщина... За комментарий. Да. 5000 за комментарий. Это просто там 3-секундное действие, да, за которое можно получить классный подарок, заряженный от Янды, да, ее энергией на шопинг. Вот. Всем большое спасибо. Спасибо большое, Янда, что пришла в гости. Да. Желаю тебе дальнейших успехов в твоей работе, в твоих начинаниях. Дальше радуй нас своими мотивационными роликами, постами, текстами, да, и также дальше продолжай, не знаю, жить без рамок, показывая людям, как можно жить свободно, безгранично, да, и желаю нашим зрителям всего самого лучшего. Спасибо большое, что смотрите наш подкаст. Первый ролик набрал 18 000 просмотров, мне кажется, это очень хороший результат. Всем большое спасибо, до скорых встреч.